А сейчас лайк должен поставить каждый уважающий себя геймер, который помнит и играл в эту серию игр. Всем салют, братишки и сестренки! У микрофона ваш покорный слуга Дитрих и моя свежая подборочка топовых игр для ваших смартфонов и планшетов, которые я смог найти для вас на этой неделе. А также не забываем о моем традиционном конкурсе, в котором я разыграю 50 наборов стикеров ВКонтакте, любой на выбор победителя. О правилах я расскажу где-то в этом видосе, так что смотрите топ до конца, если хотите принять участие в конкурсе. Погнали! А открывает наш топ игра Stickman Побег из тюрьмы 10. Это юбилейная часть моей любимой серии игр про побеги Стикмена из разных мест заключения. На этот раз Стикмена перевозят на корабле в другую тюрьму, и он решает воспользоваться ситуацией, чтобы свалить из этого злачного места. Как и в прошлых частях, в вашем распоряжении будет энное количество рандомных предметов, используя которые вы должны совершить побег с корабля. Но помните, что существует всего два успешных способа побега, в которых Stickman будет жить долго и счастливо. В остальных же случаях вас ждут различные проблемы и неприятности, приправленные забавными ситуациями и юморными сценками. В общем, мне игра как всегда понравилась, моя оценка 10 из 10, а поэтому советую попробовать как взрослым, так и детям и поднять себе настроение. Ссылка для скачивания находится в описании. Юбилейный выпуск веселой игры про Стикмена, которая понравится каждому, и 10-е место. Ставь лайк, если ты считаешь, что это жестко и никогда бы не хотел оказаться в такой ситуации. Главное, что Юра поехал электричество отключать. Не под... 9-е место занимает игра Fly Die, в которой вам предстоит примерить на себя роль небесной капли и принять участие в соревнованиях по прыжкам в бездну. Главная задача игры — с помощью тапов и свайпов по экрану управлять каплей, которая летит вниз, стараясь преодолеть как можно большее расстояние и попробовать добраться до самой преисподней. Сложность данного геймплея заключается в том, что на вашем пути будет появляться множество различных преград, столкновения с которыми приводят к проигрышу. Но помимо преград, вам еще нужно не забывать собирать другие капли, чтобы пополнять объем своей капли, иначе ваш персонаж исчезнет. В игре вас ждет множество различных локаций, большое количество бонусов, крутые анимации, мультяшная графика, простое управление и разные капли, которые имеют свои уникальные способности и характеристики. Отличная убивалка времени с простым, но затягивающим геймплеем. И 9-е место. На 8-м месте я расположил игру «Побег. Преследование на мотоциклах». Это уматная и затягивающая аркада, по сюжету которой вы нарушитель границы, и теперь за вами гоняются полицейские, правительственные войска и пограничники, задача которых вас догнать и упрятать за решетку. Ваша главная цель, управляя крутым байком, постараться уйти от погони в течение определенного отрезка времени. Для этого вы должны маневрировать и уходить от полиции в заносах, не врезаясь в преграды и копов. А также не забывайте собирать различные бонусы, с помощью которых можно уничтожать преследователей, если их стало слишком много. С каждым новым уровнем за вами будут гоняться все больше военных и специальных отрядов на своих мощных мотоциклах, поэтому вы должны собирать звездочки, на которые будете приобретать новые байки и различные улучшения. Игра порадует яркой мультяшной графикой, простым управлением, множеством крутых мотоциклов и, безусловно, затягивающим геймплеем. Отличная аркада для веселого времяпрепровождения. И 8-е место. А сейчас просто секундочка позитива, чтобы поднять тебе настроение. Тут соседи, если я сейчас буду что-нибудь долбить, они в натуре придут, я скажу: шо, блять, я рыцарь, нахуй. А вы кто? Для любителей виртуального дрифта я добавил в топ-игру GTR Speed Rivals. Это достойный представитель дрифт-гонок, который порадует вас отличной графикой, несколькими режимами игры и внушительным автопарком элитных тачек, которые можно тюнинговать и прокачивать, а также реалистичной физикой движения автомобиля в момент дрифта. Проходите одиночную кампанию в оффлайн режиме или участвуйте в различных турнирах, соревнуясь в мастерстве управляемого заноса с игроками со всех уголков планеты. Побеждая в заездах, вы будете получать внутриигровую валюту, которую можно тратить на приобретение новых машин и их прокачку. В общем, игра качественная и должна понравиться всем любителям жанра. Обалденные дрифт-гонки с онлайн-режимом. И 7-е место.
А вот для тех, кто любит ужастики, есть отличная игра Never Slept Horror Ужасы 2018. Действие игры разворачивается в жуткой заброшенной больнице, по которой бродит страшный монстр, хранитель ночных кошмаров, готовый убить любого, кто окажется на его пути. Вам предстоит играть за ребенка, запертого в этом ужасном месте, а единственный способ выбраться отсюда — пройти разнообразные испытания и миссии, полные ужасов и смертельной опасности. В игре вас ждет 4 этажа и 40 комнат страха, которые вы должны исследовать, чтобы узнать страшную тайну и сбежать из этого жуткого места, спасаясь от жестокого монстра. Проект порадует отличной графикой, пугающей атмосферой, подходящим звуковым сопровождением и захватывающим сюжетом. А на прохождение всей игры вы потратите не больше 2 часов своего свободного времени. Ценители жанра останутся довольны. Ссылка для скачивания в описании. Хоррор, в котором вы окажетесь в настоящем аду, и 6-е место. Середину этого топа занимает игра World Soccer King. Это прикольный аркадный футбол с мультиплеером, приятной мультяшной графикой, простым управлением и увлекательным геймплеем. В игре вам предстоит принимать участие в соревнованиях по футболу, соревнуясь с игроками со всего мира в режиме реального времени. За участие в матчах вы будете получать лутбоксы, в которых находятся новые игроки или обновления для уже существующих. Получайте своих игроков, соберите себе мощную команду и бросайте вызов самым сильным геймерам со всех уголков планеты. Уматный мультяшный футбол с простым управлением и 5-е место. Эй, ставь лайк, если бы тоже хотел попить молочных коктейлей с этой обворожительной девушкой. На 4-м месте я расположил Faraway 3 Arctic Escape. Это уже 3-я часть увлекательной игры головоломки, по сюжету которой вы ищете своего бесследно исчезнувшего папаньку. На этот раз действия проекта перенесут нас в заснеженный мир, где вас ждет множество новых испытаний. А главная цель — искать и собирать отдельные страницы журнала вашего отца. Ведь только собрав все страницы воедино, вам откроется прошлое вашей семьи. Но для этого необходимо путешествовать по таинственным храмам и лабиринтам, собирать различные предметы, решать головоломки, взаимодействовать с механизмами. В общем, постараться преодолеть этот морозный континент, чтобы приблизиться к долгожданной развязке. Как всегда, проект порадует стильной графикой, атмосферным звуковым сопровождением, множеством красивых локаций и увлекательными головоломками с разной степенью сложности. Отличная игра, которая заставит вас пошевелить своими извилинами, и 4-е место. Вершину этого топа открывает игра Angry Bee Evolution. Это необычный затягивающий проект, в котором вам предстоит стать пчеловодом и разводить своих собственных пчел. Несмотря на то, что игра выглядит достаточно просто, ее геймплей подразумевает под собой невероятные события фантастического масштаба. Ваша главная задача — скрещивать между собой пчел одинакового вида и получать все более мощных и улучшенных пчел, которые со временем будут становиться все ужаснее. Появятся пчелы с оружием и даже пчелы-роботы. Чем больше ваш рой, тем больше меда вы зарабатываете, а мед можно тратить на покупку новых существ и получать еще больше меда. Эта игра полюбилась уже многим за то, что в ней хороший сбалансированный геймплей, красивая HD-графика, множество видов пчел, интересные улучшения и другие приятные мелочи, которые понравятся всем любителям качественных таймкиллеров. Ссылка для скачивания игры находится в описании. Ставь лайк, если ты считаешь, что это жестко и никогда бы не хотел оказаться в такой ситуации. Серебро занимает игра Zombie Rules. Это первоклассный онлайн-шутер, разработчики которого реализовали в игре все известные режимы: классический командный бой, зомби-режим и режим королевская битва. В плане геймплея вас не ждет ничего нового. Как и в любом другом шутере, вам предстоит много стрелять, изучать локации, тащить катки, умирать, респиться, снова умирать и тому подобное. А вот что вас действительно ждет, так это крутая 3D-графика высокого качества, множество игровых карт, тонны крутых пушек, голосовой чат с игроками, кастомизация своего перса, автоматическая стрельба и несколько действительно популярных режимов. А если вам надоело сливаться в онлайне, то можно просто отправиться мочить толпы противных зомбаков. В общем, игра мне понравилась, поэтому советую попробовать всем любителям онлайн-стрелялок. Ссылки в описании. Действительно годный многопользовательский шутер. И 2-е место.
Братишки и сестренки, вот 50 победителей из прошедшего конкурса, которые получат по набору стикеров ВКонтакте, любой на выбор победителя. За призами прошу писать мне в личку в ВК, ссылку на мою страницу вы найдете в описании под этим видосом. А вот правила для конкурса, в котором я в очередной раз разыграю 50 наборов стикеров ВКонтакте, любой на выбор победителя. Чтобы побороться за приз, вам всего лишь нужно быть подписанным на мой канал, подписаться на мою страничку ВКонтакте, обязательно поставить лайк под этот видосик и поделиться им в любой социальной сети. Но самое главное, давайте придумаем смешную кличку этому псу-певцу. You cannot keep interrupting. No. I'm having a conversation. Жду ваше предложение в комментариях под этим видосом, и 50 победителей с самыми смешными вариантами я оглашу в следующем топе. Всем удачи! На вершине топа я расположил игру Project Offroad. Это игра для тех, кто любит погонять по бездорожью и проходить сложные трассы со всевозможными препятствиями, выполняя различные задания. Садитесь за руль мощного внедорожника или грузовика и получите реалистичный опыт вождения с массой положительных эмоций. В игре вас ждет более 50 увлекательных уровней, на протяжении которых вам предстоит преодолевать множество различных трасс в виде полосы препятствий, с крутыми горками, ухабистыми дорожными участками, бетонными блоками и другими барьерами, которые вы должны проехать, чтобы перейти на следующую локацию и заработать деньжат, с помощью которых вы сможете купить себе и прокачивать новые тачки. Проект порадует потрясающей графикой, реалистичной физикой поведения автомобилей, множеством транспортных средств и по-любому затягивающим геймплеем, который понравится каждому. Интересная игра для любителей проходить различные испытания на машинах и первое место. На сегодня это все, братишки и сестренки. Благодарю за просмотр. Надеюсь, видео было интересным и каждый из вас смог найти для себя подходящую игру. Если же вам все понравилось, то не забывайте ставить лайки и делиться этим видео со своими друзьями. От вас это будет лучшее спасибо за мои старания. А также не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, потому что это бесплатно. А еще обязательно нажимайте на вот этот вот колокольчик, чтобы одними из первых смотреть мои видосы и принимать участие в крутых конкурсах. С вами был Дитрих. Увидимся, услышимся уже скоро. Пока-пока, народ.